Привет, мой милый мальчик, моя милая девочка. Сегодня я, ваш Господь, прихожу к вам с посланием из глубины моего сердца. Вы не случайно сейчас смотрите это видео. Происходит нечто удивительное. Кто-то, кто вас очень любит, отправляет вам это сообщение напрямую. На самом деле, я надеюсь, что вы почувствуете, как тепло любви пронизывает каждое слово, которое вы слышите. Будьте готовы, потому что будущее изменит вашу жизнь. Готовы ли вы получить долгожданное любовное письмо? Молитесь и откройте для себя истинную природу божественной любви. На протяжении всей жизни мы все переживаем счастливые и несчастливые моменты. Очень важно иметь сильную веру, потому что невзгоды могут сделать нас сильнее. Не позволяйте лжи сбить вас с толку, когда дела идут плохо. Принимать решения. Знайте, что вы и ваша семья находитесь под моей постоянной защитой, и с вами не случится ничего плохого. Однако важно сохранять бдительность, поскольку враг всегда пытается воспользоваться неосторожными и ничего не подозревающими. Не бойся, ведь я всегда буду с тобой. Я признаю вашу веру, преданность и преданность своей семье, даже в сдержанной форме. Пусть ваши молитвы благословят ваш дом, а ангелы защитят ваших близких. Ваше упорство поразительно, а ваша преданность делу выше моего понимания. Даже если ваши усилия не идеальны, они достойны похвалы. Поверь мне, ты отдал мне свое сердце и душу. Я уважаю ваше упорство даже в самые трудные времена. Я надеюсь, что эти слова найдут отклик в вашем сердце и подтвердят, что мое обязательство истина. Ваши испытания закончатся, и придут ваши благословения. Помогая другим, я буду способствовать вашим усилиям. Ваша семья никогда не пострадает, потому что я буду щедро ее обеспечивать. Я подскажу вам, как управлять своими деньгами, и научу вас принимать решения. Однако я прошу вас помнить обо мне в минуты вашей победы. Сделайте молитву и мое учение приоритетом в своей жизни. Я всегда готов принять тебя в свои любящие объятия. Найдите время, чтобы послушать меня и подготовить свою душу к принятию меня. Если вы примете меня, вы почувствуете, как мое присутствие обогащает вашу жизнь, вашу семью и ваш дом. Не бойся, у меня есть особое место специально для тебя. Не позволяйте скептикам сбить вас с толку. Даже если вы относитесь к ним с добротой и уважением, некоторые люди могут оказаться неблагодарными. Но я укреплю твой дух, чтобы эти разочарования не коснулись его. Ты заслуживаешь настоящей и вечной любви, и это то, что я тебе предлагаю. Люди, которые причиняют вам боль ложными представлениями о любви, не понимают истинного значения этого чувства. Сегодня я освобождаю вас от этих эмоциональных уз, чтобы вы могли жить полноценной жизнью, свободной от печали. Вам больше не понадобится одобрение других, чтобы чувствовать, что вас ценят. Я не позволяю одиночеству или непризнанию сломить меня. Я разорвал цепи, которые заставляли тебя сомневаться. Даже если враг замаскирован, его уловки вас больше не обманут. Ваше доверие ко мне сделает вас сильным и смелым, позволит обрести счастье даже в самые трудные времена. Ты больше не будешь одинок, потому что я приведу к тебе нужного человека в нужное время. Я предоставляю вам то, что вам нужно,
и открываю двери к новым возможностям. Я прощу твои долги и благословлю тебя весьма. Просто доверьтесь мне со смирением и благодарностью, и вы станете свидетелем чудес, которые я творю в вашей жизни. Давай, поверь мне, я буду продолжать тебя удивлять. Ищите меня и доверяйте моей любви и силе каждый день. Не носите свое бремя в одиночку. Отдайте их мне, ибо наступило для вас время мира и спокойствия. Я позаботился обо всех вокруг тебя, но теперь моя очередь позаботиться о тебе и показать, как сильно я тебя люблю. Важно развивать сильную веру, которая поддержит нас в преодолении трудностей, с которыми мы неизбежно столкнемся во время взлетов и падений жизни. Каждое препятствие – это возможность для личного и духовного роста, проверка нашей способности упорствовать и доверять божественному плану, разворачивающемуся вокруг нас. В трудные времена мы легко можем почувствовать безнадежность, но именно в такие моменты мы должны стать сильными и поверить, что мы можем преодолеть любые трудности. В этом водовороте испытаний мы не должны попасть в ложную ловушку, пытаясь отклониться от наших целей. Голоса сомнения могут быть громкими, но мы должны дорожить голосами надежды, которые напоминают нам о нашей силе и о том, что мы достойны любви, мира и верности. Именно эта надежда поддерживает нас, даже когда дорога трудна и трудна. Наше путешествие не одиноко. Даже когда мы чувствуем себя беспомощными, нас окружает божественная любовь и защита. Мы должны доверять этому постоянному присутствию, которое поддерживает и направляет нас на каждом этапе пути. Даже когда мы чувствуем себя отчужденными, нас всегда защищает высшая сила, охраняющая наше благополучие и безопасность. Иногда самые большие битвы, с которыми мы сталкиваемся, это борьба со своими страхами и неуверенностью. Враг может проявлять себя по-разному и сеять семена сомнения и раздора в наше сердце. Но нам не следует этого бояться, потому что мы сильнее, чем думаем. С верой и решимостью мы можем преодолеть все трудности, потому что нас поддерживает любовь, которая преодолевает все препятствия. Важно помнить, что мы не одиноки на этом пути. У нас есть поддержка и любовь наших семей, хотя иногда их нет с нами. Ваши молитвы укрепляют нас, а ваша любовь вдохновляет нас продолжать борьбу даже в самые трудные времена. Когда мы чувствуем себя подавленными, мы можем утешаться, зная, что какими бы ни были наши недостатки и слабости, нас любят безоговорочно. Когда вы ориентируетесь в суматохе жизни, легко упустить из виду то, что важно. Наш мир полон отвлекающих факторов и искушений, которые мешают нам достичь наших великих целей. Но в минуты тишины и созерцания, когда мы можем настроить свою душу на божественный голос, шепчущий внутри нас, мы обретаем ясность и направление. Наше путешествие – это путешествие между светом и тьмой, радостью и печалью, надеждой и отчаянием. Но даже в самые мрачные моменты внутри нас сияет свет, огонь, который никогда не гаснет. Это свет, который мы должны сиять. Это свет, который выводит нас из тьмы к миру и истинному счастью. Так что помните, даже когда кажется, что все потеряно, даже когда наша сила ушла, вы не одиноки. Есть протянутая рука, готовая помочь нам, когда мы падаем, и любовь, которая окружает нас и поддерживает на каждом этапе пути. Мы хотим открыть свое сердце для перемен в нашей жизни
и получить эту божественную благодать, которая направит нас к нашему высшему предназначению. Господи, пожалуйста, напиши, почему я верю в лучшее будущее. Не забудьте найти минутку, чтобы помолиться мне. Внимайте моим словам и моим обещаниям, поскольку они содержат план, который изменит вашу жизнь и жизнь вашей семьи. Я не хочу, чтобы вы шли дальше с утомленным умом, обеспокоенным сердцем и тяжелым духом. Нам не обязательно так жить. В моем присутствии вы всегда сможете найти комфорт и получить необходимый вам отдых. Я желаю, чтобы вы стали сильнее, адаптировались и достигли больших высот. Знай, как много ты для меня значишь. Я не оставлял тебя жить в постоянном стрессе и конфликтах. Я спас ее, чтобы она не чувствовала себя побежденной или униженной. Я придаю тебе большую ценность и достоинство. Это мое слово, и я приказываю вам принять мою истину. Я открываю вам множество дверей для перехода в новую жизнь, свободную от прошлых ошибок, сосредоточенную на семейной молитве и великих благословениях. Помните, что все, что я скажу, заполнится и поможет вам пережить все, с чем вам придется столкнуться сегодня. Знай и чувствуй, что я люблю тебя, прими мой покой и проживи свою жизнь решительно. Все наладится, все изменится, и твоя вера, сила и вера в мою любовь совершит многое. Вот почему я разговариваю с вами каждый день и буду продолжать с вами разговаривать. Итак, встаньте на колени и продолжайте молиться. Это было время постоянной борьбы и борьбы. В вашей семье и в духовном мире вашей жизни идет война. Время вставать. Будьте смелыми. И если вы хотите, чтобы вокруг вас произошли перемены, и если вы хотите, чтобы многие вещи изменились, вы должны смело смотреть в лицо своей ситуации. Все будет хорошо, просто продолжай работать и оставь свои заботы мне. Позвольте мне стать частью вашего путешествия. Вера есть вера. Прочитайте мои слова. Он искал меня. Я изменю обстоятельства и сердце. Перед вами откроется множество дверей. В жизни будет много работы, и недостатка в хлебе не будет. После тяжелых испытаний наступает год возможностей, но только для тех, кто любит меня, и тех, кто по-настоящему бодрствует и слушает мои слова каждый день. Бодрствуйте и будьте бдительны. Ты один из тех, кто по-настоящему любит меня и заботится обо мне. Вы сильны в вере и терпеливы к трудностям. Поэтому я подниму вас и дам вам истинные благословения, изобилие и процветание. Ты терпелив и делаешь меня счастливым, поэтому я очень забочусь о тебе. Мечтайте о многом и не бойтесь строить планы и браться за большие проекты. Я благословлю тебя добиться многого, ни у кого не занимая денег. Используйте таланты и дары, которые у меня есть для вас сегодня. Вы услышите ценность этого сообщения. Не игнорируй мое обещание. Запомните мои слова. Вы удивитесь тому, что произойдет дальше. Ваши друзья и семья вскоре станут свидетелями того, как моя благодать окружает вас и благословляет вас. Ваша задача сложна. Я вижу твою борьбу, твое отчаяние. Помните, я проявляю свою преданность в самые трудные времена. Ваш самый большой успех сегодня – довериться мне и прийти ко мне. Проанализируйте свою жизнь.
Подумайте обо всем, через что вам пришлось пройти о борьбе, испытаниях, но сохраняйте мужество и решимость. Не забывай, что я никогда не оставлял тебя. Другие могут подумать, что его успех был просто случайностью, но это никогда не было вопросом удачи. За каждой твоей победой стоят мои сильные руки. Этим посланием я напоминаю вам не беспокоиться и не позволять страху украсть ваши мечты. Поймите, что путь к трансформации – это не только путь слов, но и путь действия. Выбирая встречу с невзгодами, вы закладываете основу для нового начала. Не стоит недооценивать важность настойчивости и уверенности. Поверьте, что мое постоянное присутствие и вечная любовь всегда поддержат и защитят вас. Так что продолжайте идти смело и уверенно, потому что я знаю, что моя любовь к вам бесконечна и принесет хорошее в вашу жизнь. Смотрю в будущее с надеждой и волнением и знаю, что я не хочу ничего, кроме как благословить тебя и быть с тобой навсегда. Сила настойчивости и веры. Мужественно преодолевая любые трудности, помните, что вы не одиноки. Ваши молитвы не услышаны. Они подобны маяку, освещающему путь вперед и направляющему вас через трудности. Если вы оглянетесь назад на моменты, когда вам хотелось сдаться, вы обнаружите, что каждое препятствие, которое вы преодолеваете, укрепляет вашу решимость. Жизнь – это путешествие, полное взлетов и падений, но именно в самые мрачные моменты свет внутри вас сияет ярче всего. Верьте в красоту процесса и в возможность заново изобрести себя и стать сильнее. Смысл этих слов напоминает вам, что безусловная любовь повсюду. Когда вы сталкиваетесь с ежедневными трудностями, верьте, что высшая сила сражается вместе с вами. Благословения ждут вас и готовы появиться, когда вы меньше всего их ожидаете. Сохраняйте непредвзятость и принимайте возможности, которые вас ждут. Никогда не сомневайтесь в своей ценности или в том положительном влиянии, которое вы можете оказать на окружающий мир. Каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, является свидетельством вашего неограниченного потенциала и способности создавать будущее, полное надежд и удовлетворения. Продолжайте верить, продолжайте бороться и помните, что лучшее еще впереди. Он прокомментировал: «С Божьего позволения я смогу преодолеть любую трудность». Мечтайте о многом и сталкивайтесь с трудностями, потому что я знаю, что могу вам помочь. Осуществите свои планы. Подумай, сын мой, о мужестве, которое ты проявлял на протяжении всей своей жизни. Вспомните те ситуации, которые казались непреодолимыми, но которые вам удалось преодолеть. Вы ни разу не потерпели неудачу с тех пор, как отказались от контроля над своей жизнью. Такой мир, сердце и уверенность. Я знаю, что это может быть сложно, особенно когда обстоятельства кажутся неблагоприятными и возникает конфликт. Но остерегайтесь звуков противника в таких ситуациях. Отвергайте угрозы страха и неуверенности. Идите вперед и доверьтесь моему обещанию. Я так сильно любил тебя еще до твоего рождения. У меня большие планы на твою жизнь, и я никогда не откажусь от тебя, сын мой. Он проявляет особую заботу о вас и обращает внимание на каждую деталь. Я присутствую каждое мгновение. Не позволяйте печали одолеть вас. Позвольте вашему сердцу наполниться радостью и двигаться вперед с верой, потому что победа обеспечена,
и у меня есть для вас нечто большее, чем вы можете себе представить. Читая эти слова, дайте обет обновить свою веру. Вы пережили множество сомнений, испытаний и разочарований, которые ослабили ваши прежние убеждения. Вернитесь в прошлое и вернитесь на путь доверия. Наполните свой разум сильными словами. Тяжелые времена подходят к концу, и тяжелые времена скоро закончатся. Помните, когда приходят ваши благословения, это потому, что я посылаю их вам, потому что люблю вас. Я наблюдал за тобой в твои трудные времена и помогал тебе в твоем пути по пустыне. Пусть ваша вера останется живой и сильной, чтобы, когда изобилие наполнит вашу жизнь, вы не забыли меня, вашего Бога и вашего Господа. Молитесь, есть много вещей, которых не видят ваши глаза. Борьба в духовной сфере. Я благословлю вас, но будет и великое неодобрение. Ваша победа зависит от веры, терпения, настойчивости и благочестивого терпения. Поиск по дням. Молитесь ночью. Я встал рано, чтобы заступиться за тебя. Ситуация меняется, и я ищу таких храбрых воинов, как вы, по всей стране. Я буду творить в вас чудеса и через вас приносить другим пищу, одежду, утешение, исцеление и благословение. Благословляя других, вы можете даже быть благословлены чудесами. Я говорю: подожди, сними груз. Ищите мое лицо и обновите свою веру. Я любила его еще с утробы. Я увидел тебя в тот день, когда впервые увидел свет. Я выбрал тебя, я слышал твои крики, я смеялся над твоим смехом, я видел твои первые шаги, твои первые падения и твои мечты. Ты заставил меня плакать от боли и поделился со мной своими страхами. Я Иисус. Я обещал тебе, когда был ребенком. Кто я? Это слово все еще существует. Ты был моим и всегда будешь моим. Посмотрите в зеркало и посмотрите, похожи ли вы на меня, образ и подобие всемогущего Бога, прекрасное создание, венец творения. Иногда вы видите себя так, как вас видят другие, и принимаете свои ограничения, но вы гораздо больше, чем они думают. Я вижу твое сердце, чистоту твоей души и невинность твоих мечтаний. Да, мне это очень нравится. Пусть этого будет достаточно. Идите уверенно. Примите решительные и смелые меры. Держите это в своем сердце, и вы победите народы. Вам не нужен мир, чтобы осуществить ваши желания. Ты владеешь мной и принимаешь мою любовь. Приди ко мне и позволь мне направить твои шаги. В моем присутствии тебе нечего будет бояться, и я буду твоим Богом, твоим Господом и твоим Спасителем. Ты всегда можешь довериться мне как близкому человеку, и тебе не придется ничего от меня скрывать. Я никогда не забуду. Моя дружба навсегда. Ты можешь доверять мне. Мое сердце верно для тебя. Во времена печали, опасности или трудностей я буду рядом с тобой, даже если все остальные от тебя откажутся. Моя любовь к тебе не изменится со временем. Я люблю тебя так же сильно, как и в детстве. Даже если ты забудешь, я буду ждать тебя здесь. Я всегда буду для тебя прежним. Я всегда буду любить тебя, несмотря ни на что. Я справлюсь с этим.
Знай, что я буду с тобой и подкреплю тебя в каждом испытании, с которым ты столкнешься. Вы можете преодолеть любое препятствие, потому что у вас есть непоколебимая сила и решимость, которые выводят вас за пределы ваших возможностей. Не бойтесь предстоящих трудных времен, поскольку в них кроются возможности для роста и трансформации. Стойте твердо в своей вере, и она станет вашим компасом в неспокойные времена. Я здесь, готовый направлять ваши шаги и освещать ваш путь. Поверьте мне, ведь вместе мы добьемся больших успехов. Даже когда все кажется трудным, продолжайте в том же духе. Каждый шаг, который вы делаете к своей мечте, это шаг к вашей цели. Не позволяйте трудностям вас пугать. Каждая трудность – это возможность сделать вас сильнее. Помни, что ты любим безоговорочно, и ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Знайте, что по мере вашего продвижения вперед я всегда буду рядом с вами, поддерживая и направляя вас на каждом этапе пути. Доверься мне и позволь мне быть твоим светом во тьме и твоей силой в твоей слабости. Вместе мы преодолеем все трудности и полностью достигнем поставленных целей. Продолжай верить, сынок, потому что лучшее еще впереди. Вы сильнее, чем думаете, и способны на невероятные вещи. Никогда не сомневайся в своих способностях и моей любви к тебе. Я всегда здесь, жду тебя и готов быть с тобой на каждом этапе пути. Так что держите голову выше, верьте в себя и продолжайте идти. Будущее полно возможностей, и я здесь, чтобы помочь вам реализовать ваши мечты. Комментарий. Господи, моя поддержка в самые трудные времена, слушай внимательно и стой, когда я приказываю тебе двигаться и пока я веду тебя. Не позволяй страху управлять тобой. Уверяю тебя, что ты мое дитя, и у тебя нет причин бояться. Я даю вам власть и силу, и если вы будете следовать моему слову и подчиняться ему, вы испытаете великие чудеса в этом месяце. И если вы достаточно смелы, чтобы поверить, слушайте своими ушами, соедините свою душу с живым словом и следуйте по пути, который освещает ваше путешествие и готовит вас к лучшему. И если вы слышите мой голос сегодня, пожалуйста, не ожесточайте свое сердце, потому что вы всегда доверяете мне честно и ясно. Поэтому не позволяйте проблемам отвлекать вас от сути жизни. Поверь мне, я помогу тебе. Поверьте мне, потому что я это сделаю. Я поддерживаю вас. Сегодня вы обнаружите, что мое ожидание было не напрасным, как и ваше время. Сегодня вы увидите, как ваша вера вырастет из маленького семени в могучее дерево. Когда ветер дует в вашу сторону, ваши оппоненты будут удивлены, как и ваши критики. Не молчи. Вы будете благословлены и сможете многое дать и поделиться. Верьте этому всем сердцем. Сегодня ты почувствуешь себя лучше, если я окружу твою жизнь и семью своей любовью. Эти сердечные слова вселяют в вас веру и уверенность в том, что мои благословения действительно в ваших руках. Его глаза снова открылись. Ты благословлен. Я удалил печаль из его души и тела. Я исцелю тебя. Он прошептал тебе что-то приятное. Я удаляю причины вашей депрессии из духовного мира. Ты носишь царские одежды и сидишь рядом со мной, и я тебя очень благословляю. Но я надеюсь, что вы поверите и примете эти обещания.
Я создал тебя своей силой, и ты несешь мою силу с собой. Я разорвал все твои цепи. Я хочу, чтобы вы прожили свою жизнь в полной мере и получили эту сверхъестественную мотивацию, которую я даю вам, когда вы молитесь. Начиная с сегодняшнего дня, вы увидите, как многие благословения приходят из проблем, которые когда-то беспокоили вас. Не отчаивайтесь, будьте благодарны за то, что вы теперь живете с верой в мое слово и в свои чувства. Не позволяйте угрозам сбить вас с толку. Я рядом с тобой, и одна эта уверенность должна вдохновлять тебя сражаться каждый день. Когда вы проснетесь, у вас появится новое стремление к жизни, вы останетесь на правильном пути, будете защитником убеждений своей семьи и откажетесь поддаваться неудачам других, которые могут попытаться вас обмануть. Благодаря этим словам, когда вы слушаете его, ваша душа обновится. Когда ты будешь помнить об этом каждый день, твое сердце возрадуется, и ты скажешь вслух: «Я твой кормилец и позабочусь о том, чтобы в трудную минуту все было хорошо, и все у тебя было хорошо, и ты видел лучше, чем ты ожидаешь большего». Эта сила, о которой я говорю, это контроль ваших эмоций моим Святым Духом. Вы можете контролировать свои слова. Он больше не будет жаловаться и заявлять о поражении. Этот внутренний огонь уничтожит все препятствия на вашем пути. Откройте глаза и встаньте. Позволь мне снова тебя обнять и прошептать тебе на ухо: «Дорогое дитя, не бойся, я люблю тебя. Ты почувствуешь себя лучше, и все будет хорошо. Послушай меня, почувствуй мои руки на своих плечах, расслабься. Желаю видеть мир и спокойствие в твоей душе. Кого ты будешь бояться? Кто сильнее, враг, угрожающий вам, или отец, скрепляющий обещания своей кровью? Кому вы будете доверять? Среди сомневающихся или внутри? Слушайте моего Святого Духа, Он хочет наполнить ваше сердце любовью и сладостью. Мудро выбирайте тех, кто объявляет о вашем конце, или мой голос, который принесет вам мир и заверит вас, что вы окружены моей любовью. Продолжайте погружаться в мое слово и наполняйте свой разум всеми моими обещаниями, которые придадут вам силы и позволят вам поверить им. Это источник силы, который окружает вас, как щит. Держитесь подальше от дороги, которая защищает вас. Ваши мечты сбудутся, и счастье, которого вы ищете, будет в пределах вашей досягаемости. Если вы оглянетесь назад, то обнаружите, что нет ничего ценного, только воспоминания и сожаления, в том числе об ошибке, причинившей вам много боли. Но я люблю его. Я обращаюсь к тебе, когда разочаровываюсь, когда хочу отказаться от запланированного для тебя будущего, судьбы добра и благополучия. Вы тщательно созданы. Каждая клеточка вашего существа является выражением моей работы. Каждая трудность, с которой вы сталкиваетесь, каждая слеза, которую вы проливаете, являются частью вашего роста. Не стоит недооценивать внутреннюю силу, это сила преодолеть любую ситуацию. Даже если ты чувствуешь себя слабым, помни, что ты обладаешь бесконечной смелостью. Когда возникает сомнение и тени неуверенности окружают вас, ищите свет моего присутствия. Я скала, на которую можно опереться, якорь в шторме. Не бойтесь неизвестности, я с вами и буду сопровождать вас шаг за шагом.
Каждый ваш шаг навстречу своей судьбе будет успехом и победой над страхом и сомнением. Не позволяйте звукам разочарования помешать вам двигаться вперед. Вы сильнее, чем думаете, и способнее, чем думаете. Поверь мне, сын мой, и я проведу тебя через самые темные долины и самые высокие горы. Нет проблемы, которую мы не могли бы преодолеть, нет препятствия, которые мы не могли бы преодолеть вместе. Итак, держите голову высоко и двигайтесь вперед с верой в сердце и решимостью в духе. Будущее прямо перед вами и ждет, пока вы его покорите. Когда вы оглянетесь назад, вы поймете, что каждый шаг путешествия стоил того, поскольку он привел вас к этому моменту завершения и победы. Придите к Богу со всей надеждой. Находите причины быть благодарными каждый день. Я не хочу, чтобы вы попали в ловушку, думая, что это большая ошибка. Многие люди успешно убедили тебя, что я отверг тебя и заставил тебя чувствовать себя никчемным. Ты знаешь, как тяжело я работал, чтобы найти его и вернуть разными способами. Это не оставило мне другого выбора, кроме как спасти его из лап разрушителя. Хоть и больно, но боль пройдет. Моя настоящая и чистая любовь исцелит тебя. Я никогда не отпускал его и никогда не наказывал. Помнишь, каким умиротворенным ты был, когда был в моих объятиях? Прекрасный мир наполняет ваше сердце, и с этого момента вы живете в благодарности. Ни буря, ни дождь, ни град, ни ветер не смогут погасить огонь, горящий внутри вас. Ты снова сталкиваешься с разбитым сердцем и депрессией, но моя любовь неизменна. И я обещаю, что никогда не отпущу твою руку. Теперь никто не сможет причинить тебе вред. Скажи мне, что ты доверяешь мне. Сосредоточьтесь на мире и спокойствии, которые я предлагаю вам, и почувствуйте, как любовь моего Святого Духа обновляет вас. Поверь мне, расскажи мне о своих страхах. Верьте и позвольте себе преодолеть то, что может показаться вам невозможным. Однако, пожалуйста, полностью доверьтесь мне и не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Когда вы находитесь в состоянии сильного стресса, стресс может сказаться на вашем настроении. Поспешные решения могут привести к большим ошибкам. Если ты хочешь быстро поправиться и продолжить путь, лучшее, что ты можешь сделать сегодня, это немного расслабиться со мной. Возложив руки тебе на голову, я дам тебе мир и наполню тебя новым сверхъестественным спокойствием. Ваше лицо покажет терпение, стабильность, уверенность и смелость. Ваши враги не увидят, что вы испуганы или побеждены. Мой Святой Дух в вашей жизни – это ваш ответ и ваш выход. Вы сможете достичь гораздо большего, если откроете мне свое сердце, отвернитесь от зла и поставите меня на первое место. Позвольте мне перевести это для вас. Я даю вам силы противостоять трудностям и преодолевать их. Всякий стыд будет преодолен, и внутри тебя родится новое сердце, победоносное сердце, наполненное сильной и непоколебимой верой. Ваша победа над проблемой начинается сегодня, но ваша победа была достигнута столетия назад. Просто верьте и просите веры. Возьмите мои слова в свои руки и примите мои обещания в свое сердце. Смотри следующий приз. Используйте свои таланты с энтузиазмом и сосредоточьтесь на конечной цели.
Вы не деритесь только для того, чтобы подраться или произвести на кого-то впечатление. Постоянно добивайтесь духовной победы. Ваша борьба в сверхъестественном мире. Он не сражается с призраками, как боксер с тенью. Ваша борьба реальна. Ваша борьба реальна. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому сообщению серьезно. Пока другие кружат и ныряют в вырытые ими ямы, вы направляетесь прямо в эпицентр бури. Здесь вы держите меч в одной руке и флаг в другой. Вы здесь, чтобы побеждать, и этот шторм не помешает вам поднять свой флаг на оккупированных территориях. Никогда не сдавайся. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и если я бесстрашно провожу тебя сквозь беды, то это потому, что поддерживаю тебя и защищаю от опасности и разрушения. Вы сильны, но не в своей власти. Ты проиграл много раз, и в остальном я твой щит. Ты звонишь мне, и я отвечаю. Я обращаюсь к вам за помощью в самые уязвимые моменты. Когда он погрузился в мясистый песок, я вытащил его. Живи хорошо. Проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, закончатся, и те, кто насмехаются над вами, будут посрамлены. Никто не может помешать мне благословить тебя. Я защищаю тебя моими святыми одеяниями. Я кладу на тебя мой щит, и мои небесные воины окружают тебя, готовые защитить тебя от твоих врагов. Ваше будущее в моих руках, и я ваш всемогущий и верховный Бог. Я люблю тебя вечной любовью, терпением и добротой и исполню свои желания в твоей жизни. Скажи мне, что ты поверишь мне и не расстроишься, когда услышишь сплетни или узнаешь, что о тебе говорят люди. Ветер унесет эти слова, и забудется причиненная ими боль. Ты не будешь впадать в депрессию, потому что почувствуешь мою любовь во многих отношениях. Я люблю его, чтобы он был полон мужества и безопасности, чтобы его чувства не зависели от мнения других людей. Пожалуйста, подумайте дважды, прежде чем осуждать эти оскорбительные слова. Нет дороги без препятствий, нет путешествия без испытаний. Каждый шаг вперед – это борьба и возможность расти, учиться и становиться сильнее. Но в жизненных бурях знай, что ты не один. Я рядом с тобой, с любовью и твердо держу тебя за руку, готовый провести тебя через трудности и осветить в самые мрачные моменты. Когда я смотрю на тебя, я вижу храброго воина и красивого мальчика, который сможет преодолеть любое испытание, с которым ты столкнешься. Возможно, сейчас у вас на сердце тяжело, а разум полон сомнений и страхов. Но не позволяйте этому мешать вам двигаться вперед. Поверь мне, доверься моей любви к тебе и знай, что вместе мы сможем преодолеть все. Иногда борьба может показаться слишком большой, а гора слишком высокой, чтобы на нее можно было подняться. Но помните, что каждое испытание – это возможность вырасти, стать сильнее и выносливее. Не позволяйте страху парализовать вас. Не позволяйте неопределенности мешать вам двигаться вперед. Вместо этого рассматривайте каждое препятствие как возможность продемонстрировать мужество и решимость. Когда тьма окружает вас, помните о свете, который сияет внутри вас. Ты божественная искра и вечная душа, окруженная моей безусловной любовью. Ничто не может погасить этот свет и омрачить ваш дух. Доверься мне и моему обещанию, и я всегда буду рядом с тобой, даже в самые трудные времена.
Не забывайте сохранять непредвзятость и спокойствие, сталкиваясь с проблемами, которые бросает вам жизнь. Не позволяйте себе погрязнуть в отчаянии, гневе или обиде. Вместо этого найдите силу в своей вере, смелость в своей решимости и надежду в своем сердце. Я знаю, что трудно сохранять веру, когда все выглядит мрачно, но помните, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность вырасти и стать лучшей версией себя. Не сдавайся, сынок. Несмотря на то, что предстоящий путь может показаться трудным, я всегда здесь, чтобы предложить вам руководство, безусловную любовь и поддержку. Поэтому они выступили вперед смело, уверенно и убежденно. Что бы ни преподнесла тебе жизнь, знай, что ты бесконечно любим, и ничто не может отлучить тебя от моей вечной любви. Поверь мне, пожалуйста, поверь мне, я всегда буду рядом с тобой, и вместе мы преодолеем все трудности в будущем. Пожалуйста, напиши: «Боже мой, мой неиссякаемый источник мира и любви». Помните, я знаю, кто вы и доброту в вашем сердце. Я сохранил для тебя что-то особенное и подарил тебе семью. Кроме того, есть и другие люди, которые действительно заботятся о вас и готовы поддержать вас разными способами. Используйте свое время с умом. Делайте все возможное, чтобы служить своим близким, заботиться о них и помогать нуждающимся. Могу ли я быть благословением, примером праведности и честности для всего вашего сообщества? Я призываю людей следовать за мной. Поэтому я вдохновляю вас и даю вам смелость и энергию для достижения великих целей через меня. Пообещай мне, что ты не будешь бояться ничего и никого. Твои слова тронули меня. Я радуюсь, когда вы ищете меня, молитесь, поклоняйтесь и хвалите меня. Я радуюсь, когда вы выражаете мне свою любовь, потому что я знаю, что любовь реальна, и вы много раз выражали ее своими убеждениями и действиями. Каждый день ты доказываешь, что я твой приоритет, и ты зависишь от меня, мой дорогой сын. Я люблю его. Я надеюсь, что ты оставишь свои заботы позади и проведешь больше времени в молитве со мной. В это время я изливаю на вас свою благодать и благословляю вас, укрепляя ваше сердце и проявляя свою любовь. Мое желание привести вас в лучшее место, преуспеть перед лицом невзгод и сделать ярче вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей. Моя любовь поможет тебе пройти через это. Он не будет беспомощен в бурю, не утонет в глубокой воде, не погибнет в огне. Это мой подарок и благословение людям, которых я люблю и которым доверяю. Не называй меня «мой Бог», «мой Господь», «ты» и «мой сын». Я рад, что вы чувствуете себя уверенно, обращаясь ко мне со своими потребностями. Примите мои слова, и пусть они принесут мир. Даже если ответ не придет сразу, пожалуйста, проявите терпение, потому что в конечном итоге я дам вам лучшее для вашего будущего, вашей семьи и вашей души. Приходите испытать мою благодать и наслаждайтесь моей благодатью. Проводите время в моем присутствии и позвольте мне окутать вас моей славой. Как я уже упоминал ранее, я приглашаю вас искать меня и говорить мне слова обожания даже в краткие моменты вашей повседневной жизни. Мой дух утешает вашу душу каждый раз, когда вы чувствуете, что мое присутствие наполняет ваше сердце. Любите это. Поговори со мной, прежде чем уйти из дома. Расскажи мне первое, что ты сказал, когда проснулся.
Он говорил со мной с прекрасной похвалой, которая исходила из моего сердца. Прежде чем каждый день входить в дверь, найдите минутку и поблагодарите за все благословения. Знайте, что враг попытается сорвать вас, но я всегда рядом, чтобы направить и защитить вас. Они ждут и просят вас забыть источник ваших благословений. Поэтому каждое утро находите минутку, чтобы согнуть колени и, самое главное, выразить свои опасения. Я люблю его, и каждый член его семьи занимает особое место в моем сердце. Поэтому, пожалуйста, не уступайте место, которое принадлежит мне, другим. Если вы хотите ощутить силу счастья и победы, вы не должны игнорировать мои слова и мое послание. Я помещаю в вашу душу четкие инструкции, чтобы вы могли с верой и доверием находить решения своих проблем и потребностей. Но если вы забудете вечную любовь, которая заботится о вас, и позволите злым людям сеять семена сомнения и раздора в вашей душе и семье, старые тревоги и страхи вернутся, и вы забудете источник своего спасения. Так что просыпайся, доверь мне свои планы, доверься и жди, и я решу все твои проблемы. Я не обещаю тебе легкой жизни, но придам тебе сил пережить все испытания. Вы будете наделены силой, мудростью и мудростью. Вы будете благословлены, и мой яркий свет будет освещать ваш дом и семью днем и ночью. Никакое зло и никакая сила не смогут причинить вам вред, никакая магия и волшебство не смогут вас сбить с толку. Всегда помните человека, который спас вам жизнь. Молитесь вместо того, чтобы сдаваться в трудные времена. Позвольте моим словам укорениться в вашем сердце, и к вам внезапно придет великое откровение. Это откровение осветит ваш путь, открыв новые горизонты и возможности, которые ранее были скрыты. Потому что я с тобой на каждом этапе пути. Мое присутствие – это щит, защищающий тебя от стрел отчаяния и неуверенности. Когда трудности кажутся непреодолимыми, помните мое обещание вам. Они подобны якорям во время шторма, гарантирующим, что жизненные бури не швырнут вас. Поверь мне, моя любовь вечна, а моя преданность непоколебима. Не позволяйте тревогам и страхам отнять у вас внутренний покой. Вместо этого отдайте это мне в молитве и верьте, что я выслушаю и буду действовать от вашего имени. Как любящий отец, я желаю тебе всего наилучшего во всех ситуациях. Двигайтесь вперед с верой и знайте, что каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность вырасти и стать сильнее. Не позволяйте обстоятельствам обескуражить вас, но сохраняйте веру в меня, ибо я могу превратить самые мрачные ситуации в источник света и надежды. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, она глубже любого океана и шире любого неба. Я люблю тебя вечной любовью, превосходящей человеческое понимание. Поэтому доверьтесь мне и позвольте мне направить вас на путь истинной жизни с избытком, который я приготовил для вас. Продолжайте искать меня всем своим сердцем, и я открою вам тайны моего царства и моей любви. Поскольку ты мой возлюбленный сын, я хочу поделиться с тобой всем богатством моей благодати и доброты. Мой мир, превосходящий всякое понимание, сохранит ваше сердце и ваши умы во Христе Иисусе. Аминь. Напишите в комментариях: я могу свернуть горы верой. Моя сила внутри тебя позволяет тебе противостоять силе зла. Посмотрите на своих противников
и они рухнут. Поверьте мне на слово. Читая, вы найдете обещание и даже. Потом он потерял сознание и обнаружил, что вокруг него много вещей, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Моя любовь к тебе так велика, что я пожертвовал своей жизнью и воскрес на третий день, чтобы дать тебе силы. Мой Святой Дух сойдет на тебя, побуждает тебя делиться моей любовью с другими, даже с теми, кто сомневается, преклонить колени передо мной и услышать свое послание. Сейчас настало время для вас утвердиться и исполнить мою волю в своей жизни. Независимо от вашего возраста и статуса, если вы верите в мои слова и мою искренность, у вас будет смелость двигаться вперед. Сосредоточьтесь и не отвлекайтесь. Ваша судьба решена. Примите эти дары с благодарностью, ибо я обильно благословил вас. Отпусти чувство вины и полностью доверься мне. Отправьте заявку, двери открыты, и ничто не сможет вас остановить. Я приглашаю вас прийти, даже если вы не хотите всего, что вам нужно. Знайте, что у меня готов ответ. Я желаю показать тебе свою любовь и выполнить свои обещания, став свидетелем чудес, которые тебя окружают. Не стесняйтесь пригласить меня, я всегда слежу за вами. Приди и воззови ко мне, и я отвечу тебе и открою тебе чудеса, которых ты не знаешь. Я помогу вам расти и развивать ваши отношения. Я превращу минуты, которые вы дарите, в годы жизни и благословения для вашей жизни. Пусть ваша вера воспламенится и сожжет всю грязь и сомнения. Когда вы познаете мою любовь, вы обретете мир и благодарность в своем сердце. Хвалите меня своими словами и заявляйте, что вы нуждаетесь во мне всем своим сердцем. Не отчаивайся, у меня на тебя больше планов. Даже если трудности кажутся трудными, помни, что я всегда с тобой, даже в минуты одиночества и непонимания. Знай, Небесный Отец, я понимаю тебя и я с тобой. Будьте готовы к чудесам в своей жизни, потому что я верю в свои планы на вас. Даже если вы не понимаете причин вашего нынешнего положения, я знаю ваши внутренние желания и стремления. У каждого из них свое предназначение. Никогда не теряйте надежды в трудные времена, потому что я здесь и готов выполнить свои обязательства. Моя любовь к тебе бесконечна, и мои планы на твою жизнь велики. В трудные времена, когда вера пошатнулась и смысл кажется потерянным, будьте уверены, я ближе, чем вы думаете. Не отказывайтесь от проблемы. Не забывай, даже если ты меня не видишь, я всегда рядом с тобой. Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать у меня совета. Моя любовь к тебе настолько велика, что я всегда рядом, чтобы выслушать и направить тебя в трудные времена. Поверь, с тобой я преодолею любые трудности. Помните о взятом на себя обязательстве и мужайтесь, потому что вы не одиноки в этом путешествии. Я всегда с вами. Поверьте мне. Знайте, что я привел в вашу жизнь людей, которые любят и поддерживают вас. Не стесняйтесь искать утешения и общения для своих близких. Вместе мы преодолеем любые трудности. Мой сын, моя дочь, сохраняй веру в меня, даже когда мир кажется враждебным. Я всегда работаю для тебя. Каждый план, который у меня есть для вас, предназначен для вашего блага и призван благословить каждый аспект вашей жизни. Продолжайте идти вперед,
потому что вас ждут великие дела, превосходящие все ожидания. Поверьте, я всегда сдержу свое слово. Будьте готовы получить мои благословения, превосходящие ваши самые смелые мечты. Ваша цель и место в духовном мире станут ясными. Силы, которую я даю тебе, достаточно, чтобы противостоять любому возникающему злу. Если ваши враги сопротивляются, им придется отступить. Поверьте мне на слово. Читая, вы встретите обещания, которые не выполнили, поскольку вокруг вас много вещей, невидимых невооруженным глазом. Моя любовь к тебе бесподобна. Я отдал свою жизнь, чтобы ты мог жить по своему сердцу. На третий день я встал и дал ему силу и власть. Святой Дух сойдет на тебя, позволяя тебе делиться моей любовью с другими, даже с теми, кто сомневается. Сейчас ваше время победить и исполнить мою цель. Неважно, сколько вам лет и где вы находитесь. Если вы поверите моим словам и моей искренности, вы обретете уверенность, необходимую для движения вперед. Оставайтесь сосредоточенными и не отвлекайтесь, потому что ваш путь определен и пункт назначения определен. Принимая благословения и дары, которые я предлагаю вам, пожалуйста, делайте это с благодарностью, потому что вы очистились от всего зла и можете полностью доверять мне. Принесите свои заботы к моему трону, ибо дверь открыта, и ничто не может помешать вам получить то, что вы хотите. Я приглашаю вас ощутить изобилие моей любви и благодати. Даже если вы не попросите всего, что вам нужно, знайте, что я всегда готов ответить на ваш звонок. Я с нетерпением жду возможности выразить вам свою любовь, выполнить свои обязательства перед вашей жизнью и творить чудеса рядом с вами. Пожалуйста, не стесняйтесь просить моего присутствия и руководства, поскольку я всегда готов служить вам. Шагните вперед с верой и призовите меня, и я отвечу вам чудесами, о которых вы даже не догадывались. Я буду помогать вам развивать и укреплять ваши отношения со мной и становиться больше похожими на меня. Не беспокойтесь о времени, потому что я позабочусь о том, чтобы каждое мгновение, которое вы дарите, было изобильным и процветающим. Пусть ваша вера горит, как огонь, уничтожая все уродства и сомнения, чтобы вы могли жить в полной свободе. Вы почувствуете полноту моего присутствия и любви, прославляя словами веры, благодарения и обожания. Не падайте духом, когда настанут трудные времена, потому что у меня есть замечательные планы на вашу жизнь. Даже в самые трудные минуты помни, что я всегда с тобой, готов укрепить тебя и помочь преодолеть твои трудности. Не позволяй отчаянию и страху овладеть твоим сердцем, ибо я твое прибежище, твоя сила и твоя вездесущая помощь в трудную минуту. Выполняй мои обещания и обещания, ибо они никогда не подведут. Я знаю, что будут моменты, когда вы почувствуете слабость и разочарование, но я здесь, чтобы восстановить ваши силы и обновить вашу веру. Поверьте, я всегда держу свое слово. Я знаю, что тебе предстоит столкнуться со многими трудностями, но я также знаю, что я всегда с тобой и готов помочь тебе преодолеть любые препятствия. Помни, что я люблю тебя безоговорочно и всегда буду работать для твоего счастья. Имейте сильную веру, потому что в вашу жизнь приходят великие события. Я всегда держу свои обещания, и все, что последует за этим, превзойдет ваши ожидания.
Продолжайте доверять мне и следовать моей воле, ибо я всегда с вами, всегда направляю и поддерживаю вас. Помните, вы не одиноки в этом путешествии. Я всегда рядом с вами, давая вам силы полностью раскрыть свой потенциал. Доверьтесь мне и моим обещаниям, потому что я всегда сдержу свои обещания. Имейте твердую веру, потому что лучшее еще впереди. Интерпретация веры. Бог – моя мотивация продолжать идти. Поэтому не позволяйте страху или разочарованию управлять вами в трудные времена. Если путь кажется запутанным, а опыт ошеломляющим, не сдавайтесь. Помните, я с вами, и каждое испытание – это возможность не только вырасти, но и стать сильнее. В те моменты, когда бремя кажется непосильным, моя любовь и сила будут рядом. Несмотря на то, что буря кажется бесконечной, за каждой темной тучей есть серебряная полоса, которая освещает ваш путь. Помните о своих мечтах и продолжайте двигаться к целям в своем сердце. Даже если причины этого опыта кажутся загадочными, каждый ваш шаг, каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, являются частью более крупного плана. С нашей верой мы верим, что солнце снова взойдет и наступят лучшие дни. Каким бы трудным ни был предстоящий путь, мы должны продолжать двигаться вперед мужественно и решительно. Мы должны противостоять своим страхам, преодолевать препятствия и двигаться вперед с верой и уверенностью. Потому что только упорством мы можем достичь поставленных целей и реализовать свои сокровенные мечты. Поэтому мы не боимся неопределенных времен, запутанных путей или ошеломляющих переживаний, которые могут нас постичь. Помните, вы не одиноки в этом путешествии. Вас направляет более мощная сила, вас окружает любовь и надежда, поддерживающая вас на каждом этапе пути. Верьте в эту любовь, верьте в эту надежду и твердо идите вперед. В конце концов, путешествие формирует нас и ведет к нашему истинному предназначению. Теперь давайте помолимся. Бог создал и любит всю красоту, которая нас окружает, и сегодня мы собираемся в благодарности перед величием природы. Мы так благодарны за вашу бесконечную мудрость в каждом элементе этого чудесного мира. Мы благодарим величественные горы за напоминание нам о нашей незначительности в его великом творении. Мы благодарим огромный океан за то, что он укрывает бесчисленные формы жизни, и мы благодарим огромный океан за то, что он позволил нам понять изменчивость и глубину его любви. Густые леса считаются легкими земли, очищающими воздух, которым мы дышим, и дающими убежище бесчисленным видам животных. Господь, мы созерцаем совершенную красоту и чудо каждого цветка, дерева и животного, с которыми мы делим эту священную планету. Мы знаем, что являемся лишь небольшой частью этой сложной и взаимосвязанной экосистемы, и смиренно просим вас даровать нам мудрость жить в гармонии со всем вашим творением. Господи, прости нас за то, что мы пренебрегаем делом Твоих рук, загрязняем реки, вырубаем леса и уничтожаем драгоценные места обитания. Помогите нам понять внутреннюю ценность каждого живого существа и действовать ответственно и бережно по отношению к окружающей среде. Мы молимся, чтобы милосердный Бог помог мировым лидерам и странам найти устойчивые решения экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся. Пусть ваша щедрость вдохновит их, а ваша любовь побудит их действовать смело и решительно, чтобы защитить этот драгоценный дар, который нам был дан.
Дайте нам силы работать хранителями Земли, защищая природу и заботясь о ней для будущих поколений. Давайте осознавать свой повседневный выбор, уменьшать наше воздействие на окружающую среду и продвигать более устойчивый образ жизни. Пусть наша благодарность природе будет выражена не только в словах, но и в конкретных действиях, когда мы вместе работаем над исцелением и восстановлением мира, который она нам доверила. Давайте будем хорошими распорядителями наших ресурсов и сохраним красоту и богатство творения для всех живых существ на этой планете. За любовь, которая связывает нас со всем его творением, мы молимся о будущем, в котором будет восстановлена гармония между человечеством и природой, и чтобы мы могли жить в мире и процветании в мире, отражающем его славу и доброту. Мы смотрим на бескрайнее небо, пока солнце танцует и садится, раскрашивая наше небо яркими красками, свидетельствующими о его величии. В океане мы находим отголоски их величия и тайны, великолепных существ, танцующих под волнами балета жизни. В лесу мы обнаруживаем симфонию жизни, где каждый лист и дерево дышат в гармонии, поддерживая сложную сеть экосистем, содержащую разнообразие жизни. В пустыне мы видим ваше терпение, позволяющее жизни процветать даже в самых засушливых местах, что является свидетельством вашей способности создавать жизнь там, где раньше была только засуха. Господи, мы знаем, что в погоне за прогрессом и комфортом мы часто забываем Твое творение и наносим непоправимый ущерб окружающей среде. Мы приносим извинения за наши безответственные действия, которые загрязнили реки, уничтожили леса и поставили под угрозу жизнь многих драгоценных существ. Мы просим вашего руководства и вдохновения, чтобы стать настоящими хранителями своих творений и действовать мудро и сострадательно по отношению к окружающей среде. Руководствуясь вашим светом и любовью, давайте найдем инновационные и устойчивые решения экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я надеюсь, что каждый из нас сможет взять на себя ответственность за защиту природы, действовать добросовестно в своих повседневных решениях и продвигать более устойчивый и гармоничный образ жизни. Работайте вместе, чтобы преодолеть границы и различия и защитить этот драгоценный дар, доверенный нам. Давайте оставим наследие любви и заботы будущим поколениям, чтобы они могли наслаждаться красотой и изобилием, которые мы знаем сегодня. Пусть наша благодарность природе воплотится в ощутимые действия, поскольку мы стремимся исцелить и восстановить мир, который она нам доверила. Давайте будем ответственными распорядителями наших ресурсов и защитим красоту и богатство творения для всех живых существ на этой планете. Среди бескрайних зеленых полей каждый ботанический элемент, от самого маленького цветка до самого высокого дерева, напоминает нам о вашей постоянной заботе, и мы созерцаем вашу священную способность ткать ткань жизни. В великих горах мы находим признаки вашей силы и стойкости, ваши столпы, поддерживающие нас даже в самые трудные минуты. В реках и озерах мы видим вашу чистоту и ваше приглашение очистить нас. Мы погружаемся в потоки, которые обновляют жизнь и освобождают нас от накопившейся грязи. В птицах, летающих в небе, мы видим вашу свободу и грацию, вдохновляющую нас преодолевать земные ограничения и испытывать радость полета. Господи, мы понимаем, что в своем стремлении к прогрессу и комфорту мы иногда пренебрегаем Твоим творением, зачастую нанося непоправимый ущерб окружающей среде и влияя на благополучие будущих поколений.
Мы просим вашего прощения за нашу небрежность и эгоизм, а также вашего руководства и мудрости, поскольку мы стремимся сохранить этот священный дар, который вы нам дали. Господь, дай нам смелости реагировать на экологические проблемы с решимостью и состраданием. Дай нам возможность быть верными распорядителями ресурсов, которые Ты доверил нам, и вдохнови нас искать устойчивые решения и ответственный выбор в нашей повседневной жизни. Чтобы создать жизнь, давайте работать вместе, чтобы защитить природу, преодолеть препятствия и разногласия и достичь общих интересов. Пусть нашим наследием будет любовь и уважение к вашей работе, позволяющая будущим поколениям наслаждаться красотой и богатством, которые мы знаем сегодня. Давайте выразим благодарность природе не только словами, но и конкретными действиями, наше стремление сохранить и защитить этот драгоценный дар. В прозрачных водах рек и океанов мы находим признаки их жизненной силы и чистоты, которые необходимы для поддержания разнообразия и богатой красоты жизни. На просторах пустыни мы замечаем ваше тихое присутствие, где жизнь стремится процветать даже в самых суровых обстоятельствах, демонстрируя вашу бесконечную креативность и приспособляемость. Господи, мы знаем, что наше постоянное стремление к прогрессу и комфорту часто заставляет нас забывать заботиться о Твоем творении, нанося огромный вред окружающей среде. Мы приносим извинения за наши безрассудные действия, которые загрязняют наши океаны, вырубают наши леса и нарушают хрупкий баланс жизни на Земле. Мы просим вашего руководства и вдохновения, чтобы стать настоящими хранителями своих творений и действовать мудро и сострадательно по отношению к окружающей среде. Пусть мы всегда руководствуемся вашим светом и любовью, когда находим и внедряем инновационные и устойчивые решения экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я надеюсь, что каждый из нас возьмет на себя ответственность за защиту природы, выберет устойчивый образ жизни и будет способствовать гармоничному сосуществованию с окружающей средой. Давайте работать вместе, несмотря на границы и различия, чтобы защитить этот драгоценный дар. Давайте оставим наследие заботы и любви будущим поколениям и унаследуем мир красоты и изобилия. Давайте превратим наше понимание природы в эффективные действия в наших усилиях по исцелению и восстановлению Земли, которую вы нам доверили. Давайте будем распорядителями ваших ресурсов, сохраняя великолепие и богатство творения для всех живых существ на этой планете. Мы доверяем вам наши надежды и мечты о будущем, в котором гармония между человечеством и природой будет восстановлена, и мы сможем жить вместе в мире и процветании в мире, отражающем вашу славу и доброту. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии веры и духовности. Если вас тронуло то, что вы увидели сегодня, подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше вдохновляющего контента. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Поделитесь им со своими друзьями и семьей, чтобы распространить свет молитвы и надежды. И посмотрите автоматически предложенное следующее видео. Продолжайте углублять вашу духовную связь с нами. А пока пусть мир и благодать всегда будут в вашей жизни.